Да, я не говорю, что особенно, нет, она такая, как все, и спрос у нее, как обычно, со всех, нет. Таких поблажек нет. А для чего? Нет, она обычный ребенок, и я не вижу, что у нее какая-то особенность есть. Она обычно, как и все дети. А для таких ярких сердец ничего невозможного нет. Софья Бондаренко. Увлечение, музыка, вокал, верховая езда. Диагноз – нарушение зрения. Девиз – я ничем не отличаюсь от других. Мечта – стать известной певицей. Активным нужно быть, чтобы скучно не было, чтобы скучно не жилось. Я до 1 класса не знала, вот куда мне дать. Надо искать талант. Вот я не знаю, куда она пойдет. Вот мы ходили в спортивно-бальные танцы, потом ходили просто танцы с маленьких лет. Потом у нас была эстетическая гимнастика, но это все не ее. Так, давай В3. В3 мимо. Так, давай теперь ты. Так, Ж5. Промах. З1. З1. О, ранен. Софья снижено зрение. Она с 1 по 4 класс обучалась в классе для незрячих. Она изучила программу Брайль. Она может по Брайлю читать. Это специальная программа для невидящих детей. И в 5 классе она пошла уже в этой же школе коррекционной, пошла в класс для слабовидящих. Ну, что мне хотелось бы сказать, что эта девочка занималась музыкой и пением с 5 лет. И как только пришла к нам, вот мы сразу уже узнали ее как талантливую такую девочку. Она участвовала в огромных количествах конкурсов. Хорошо, и остановочка. Молодец, наша умничка. Мы сейчас занимаемся конным спортом. Мы постоянно ходим в республиканский центр иппотерапии, который находится на Авроре. Она постоянно занимается с инструктором Ардашовой Анастасией Андреевной. И в этом году она нам предложила участвовать в соревнованиях, но не в Уфе, а она ездила в Москву. Лошадь – это очень просто умное животное. Вот. И, в принципе, вот когда ты боишься вот даже ездить, лошадка все это чувствует, как мне говорили. Ну и, в принципе, я в этом даже удостоверилась. Попроси у него ножку. Прям вот так по ножке задень, скажи, дай ножку. Дай ножку. Дай ножку. Бонечку, дай. Бонечку, да, вот так. А еще, дай ножку. Мы туда ходили, сюда. Потом уже в 1 классе мы там, может быть, танцы маленечко, другая направленность. Вот говорю же, мы и плаванием занимались. Но сейчас мы уже определились, ну, конечно, ей уже 13 лет, мы уже знаем, что нам надо, и уже целенаправленно идем к этой цели. Пошли. Не-не-не, последнюю ноту протяни, четверть. Садик свежий зелен. Обрываешь, да? Не укорачивай. 1, 2, 3, 4. Софья, она вообще показала как бы такую массу возможностей своих. А так как мы академическим вокалом начали заниматься, а ей это нравится, мы, конечно, есть такое понятие у вокалистов «манная каша», ну, это такие вот небольшие произведения. Вот мы не стали на этой манной каше сидеть, мы взяли сразу какие-то вещи такие более интересные, чтобы ей было интересно, и она может больше. По природе очень много ей дано, но на этом же не выйдешь далеко. Она трудяга. То есть если есть дети, которые могут неделю и не выучить, то она это на следующий же урок сделает. Возвышает Макадий.
задают вопрос, какой тебе нравится певица, какой тебе нравится певец, вообще какая прям вот единственная песня, которая тебе нравится. И такой вопрос, что я не могу вот ответить, потому что мне, в принципе, много есть. То есть даже у меня вот я сейчас слушаю некоторые современные песни, мне не бывает, что мне нравится именно вот один певец или одна певица, и прям одна песня. Вот у меня есть такой-то певец, мне нравятся там такие песни. Мне нравится такой, там другие песни мне нравятся. И пусть меня никто не ждет у двери. Вези меня, ночной экспресс, вези меня скорей. Про проект «Как я есть» нам, это было в 2020, по-моему, году, нам со школы предложили поучаствовать в проекте. Просто сказали фотосессии, мы не знали, что за проект. Я вообще туда попала, когда я была, получается, в 5 классе. Вот, мы подали заявку, мама подала заявку, и потом она говорит, вот, ты прошла проект «Я есть», и вот там, там у тебя будет скоро фотосессия. Я обрадовалась, потому что, в принципе, я как бы люблю такое все вот, фотографии, фотосессии, вот такое вот. Мне такое нравится. Софье очень интересный такой портрет был, что снег был, и там тюльпаны. И у нее такая фотография прям нежная, что она держит эти тюльпаны. Молодец, молодец, супер. Я все думала, как вот, чтобы каждый ребенок ушел довольный, что-то. Обычно же дети, они все равно свою мечту какую-то рисуют, особенно там своих близких. И поэтому я разрешила, в принципе, все, что они хотят, лишь бы они получили от этого удовольствие, почувствовали себя художниками, особенно на холсте, повозились с красками. Вот. Ну и им интересно всегда детишкам объяснять, какой цвет, что значит. Я вот раньше такого не участвовала, но я, может быть, когда-то хотела попробовать. Вот это вот такое рисование было как вообще как психологическое какое-то, то есть не в плане того, что какое-то там диагностика, но просто, то есть это было просто как расслабление такое. И то есть это вот какое-то вот реально вот такое психологическое, то есть какой-то цвет подбирали. Мы рисовали себе, можно сказать, какое-то будущее. У синего моря, где бушуют бураны, жила там девчонка, с именем странным, и часто бывала, она на просторе, в мечтах уплывала, за синее море. Конечно, день у нас расписан, и кружки все надо туда съездить, сюда. Сейчас она начала заниматься еще гитарой. Помимо музыкальной школы, она еще сама самостоятельно ходит на гитару. Меня просто, как она восхищает именно своей такой вот искренностью к жизни, какой-то такой неуныванием. Никогда не жаловалась ни на что. Всегда с каким-то юмором, с каким-то позитивом. И вот она такое прям солнышко. Приятно с ней очень работать. Такой обмен идет энергией. И она прям хочет, она смотрит. И я вообще не вижу вот каких-то таких моментов, что как-то меня останавливает, или как-то я с ней мягче или менее требовательно. Нет. Вот тут, мне кажется, вообще не надо вот на это делать ударение. Ребята, вы такие молодцы, что обратились к взрослым и сами не побежали на проезжую часть. Друзья, пожалуйста, помогите нам. Надо подать сигнал водителям. Возможно, они остановятся, и тогда они нам помогут. Это мой первый опыт, когда я, то есть на сцене я уже была, но первый опыт, когда я вообще поучаствовала в мюзикле, то есть я и пела,
И мне надо было быть движение, это и артистизм, это и слова. Вот в этом году фестивалю «Ломая барьеры» 10 лет. Вообще, как мы с ними познакомились, я в интернете, мы приехали сюда в 2011 году, мы с Ханты-Мансийского округа, и в 2015 году я просто в интернете увидела, что есть такая акция «Погуляй со мной». И я написала Алине Саримовне, что мы хотим принять участие, и мы как раз ходили в театр оперы и балета вместе с Ленарой Хакимовной Ивановой на оперу. И после этого мы стали даже как подопечные этого фонда, ну, не фонда, а этого центра. Мы каждый год подавали заявки на фестиваль «Ломая барьеры». И буквально в том году, это был 9-й год этому фестивалю, Софья прошла гала-концерт. Ну, конечно, допустим, когда мама узнает, что у ребенка какая-то патология, да, и мама начинает, ну, что сказать, паника, стресс, да, ну, надо брать себя в руки и действовать, потому что слезами горю не поможешь, надо действовать и помогать ребенку в этой жизни как-то выживать. Надо все равно принимать себя такой, какой ты есть, потому что ты будешь комплексовать, ты не будешь комплексовать, ты все равно с этим вообще ничего не поделаешь. Но если ты такой родился, что тебе дальше делать? И надо как-то пытаться себя принять, потому что как ты себя принимаешь, так и как ты о себе думаешь изначально, так и будут тебе думать другие окружающие. То есть это даже уже доказано.